Руслан Маратович, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время словосочетание «финансовая пирамида» на слуху. Скажите, пожалуйста, по вашим данным, у нас в республике сколько их и какие пирамиды есть? У нас зафиксировано порядка 50 организаций, которые имеют такие признаки. Это всем известная Финика, Антарес. Есть и ряд материалов, по которым уже проведены следственные действия, такие как Рич Холл, Рона, Бостон Групп, Нортон Клай. Организации, которые привлекают денежные средства граждан под предлогом инвестирования, увеличилось, да. По каким организациям возбуждены уголовные дела и по каким статьям? Это финансовая пирамида или незаконная банковская деятельность? По финансовым пирамидам у нас возбуждается либо мошенничество 159, либо 172 прим. 2. Это организация деятельности по привлечению денежных средств граждан за счет и выплат в последующем за счет привлечения вновь привлеченных денежных средств. Скажите, пожалуйста, какое количество заявлений получили от пострадавших вкладчиков? Сейчас больше 100 заявлений у нас уже. Самую большую сумму, которую я видел, это 8 миллионов. Мы все необходимые оперативно-розыскные мероприятия провели, все материалы предоставили следственные подразделения. Как только, значит, примут решение по подозреваемым, у них, соответственно, будет арестовано их имущество. Будем надеяться, что люди хоть что-то вернут. Когда предлагают вступить те или иные организации, как понять, что это финансовая пирамида? Прежде всего нужно посмотреть сайт Центрального банка и увидеть там официальных участников этого рынка, профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые имеют соответствующие лицензии, разрешения на доверительное управление, на осуществление торговой деятельности, в том числе на биржах. Той организации, в которой они хотят вступить, нету в списке. Это уже должно навести на подозрение, что лучше с этими организациями не связываться. Но есть еще федеральный закон 259, который пока на сегодняшний день запрещает организациям осуществлять услуги, привлекать денежные средства в виде криптовалюты. И я думаю, гражданам стоит соблюдать этот закон. Иначе, их риски ложатся на их же плечи. На днях президент Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам ужесточить контроль и отреагировать на каждую жалобу. Как это будет реализовано? То, что первое лицо республики обратил внимание, это подключение других госучреждений, которые бы могли нам дать соответствующее разъяснение, в том числе Национальный банк, организации, которые могут блокировать сайты. Ну и другие учреждения, которые могут так или иначе, пускай даже косвенно, но влиять на деятельность этих организаций и не позволять увеличению количества потерпевших. Спасибо большое за интервью. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.